Фермерская продукция находит свой путь к потребителям. Чтобы увеличить долю товаров местных производителей, правительство республики реализует совместный проект с федеральными сетями. Чувашским аграриям предоставляют отдельные торговые площади в магазинах. Как предложение рождает спрос, показали главе региона. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Вообще приятно продавать вкусную, здоровую продукцию. Сколько фермеров получается хорошее? уже? Наша 16. Козье молоко, крафтовые сыры, мясные деликатесы. Перед продукцией от фермеров республики и гурманы не смогут устоять. В этом магазине можно приобрести даже микрозелень. Ее выращивают в небольшом тепличном хозяйстве Чебоксар. Это молодые побеги растений. Их используют во многих блюдах, например, салаты, супы, вторые блюда, коктейли, смузи. Их используют как дополнение, не замещение. Это микрозелень, она источник многих витаминов, минералов, растительного белка. Это уже вторая точка новой торговой сети. Так реализуется совместный проект правительства республики, федерального дискаунтера и корпорации МСП. Фермеры Чувашии давно пытаются объединиться, но только сейчас инициативе дали ход. Здесь получают выгоды все стороны. Сами фермеры получают выгоду, что их продукция имеет возможность торговаться на площадках крупных магазинов самостоятельно. Никто из них, естественно, вряд ли сюда попадет. А покупатель имеет возможность купить экологически чистую, здоровую еду. Здесь мы готовы использовать все возможности, как бюджетные, так и частные инвестиции, с тем, чтобы на принципах государственного и частного партнерства организовать вот такое продвижение продукции. Следующим этапом может стать расширение продаж на маркетплейсах. Также в планах увеличить долю поставок в другие регионы. Для этого будет необходимо развивать логистику. Сейчас же у вас вот такие островки в разных регионах, да? Да. Вы сказали 18 регионов. 18 регионов, да, 26 островков. И вот уже смотрите, открыто. есть продукция, которая достаточно долгого хранения. Там колбасы, например, да, там. Вот смотрю, мы бы создали, допустим, каждый в своем регионе какие-то логистические центры для той продукции, которая будет у нас сформирована для такой дистанционной торговли. Вообще у нас планируется серьезное развитие и масштабирование проекта, расширение географии. Мы будем двигаться еще и на восток. Фермерское строит другого региона. Да? Ну и, соответственно, мы можем вместе продвигать продукцию, там, их к нам, нашу туда. От участия в проекте фермеры уже получают преференции. Продукция вышла на федеральную платформу доставки еды. Сеть фермерских островков продолжит расширяться. Сколько именно подобных торговых точек откроется в республике, зависит от спроса. Местные производители продукции его готовы удовлетворить. Также в ближайшее время планируется открытие первого в республике агромаркета. Для того, чтобы фермеры смогли реализовать свою продукцию, в каждом городе региона создадут и мини-рынки. В этом году такая торговая площадка появилась в московском районе Чебоксар. В целом, наша дальнейшая поддержка, прежде всего, заключается в том, чтобы все эти формы поддержки обеспечивали создание производственных площадок по переработке производимой большим количеством самозанятой продукции и созданию новых видов продукции, которые востребованы на рынке. И вот такие проекты будем поддерживать отдельно, очень конкретно. Спрос на местную продукцию продолжает расти. Так, участниками проекта «Фермерский островок» планируют стать и производители грибов. Дмитрий Ковалев и Георгий Кривошеин. Республика.